Продолжаем программу «Бесплатная юридическая помощь». Это актуальная и важная социальная деятельность. Одно из основных направлений работы Ассоциации юристов России. В нашей студии Тимур Кокоха, председатель исполнительного комитета Татарстанского регионального отделения Общероссийской общественной организации Ассоциация юристов России. Он обо всем подробнее расскажет. Да, здравствуйте, Тимур. И нам очень интересно узнать, какие мероприятия проводятся в этом Действительно, ключевым мероприятием Ассоциации юристов России является единый день бесплатной юридической помощи. Наравне с другими мероприятиями оно ключевое, проводится ежеквартально. В 50 пунктах приема населения в течение дня наши специалисты, члены Ассоциации юристов России по всем вопросам осуществляют консультации. Это земельные вопросы, семейные вопросы, социального характера, в том числе вопросы встречаются. И вот мы стараемся ответить на все интересующиеся вопросы. В мероприятии принимают специалисты разного уровня. Это члены Ассоциации юристов России, специалисты Министерства юстиции Республики Татарстан, адвокаты, нотариусы, судебные приставы. В общем, мы собираем весь пул юридического сообщества и гражданам таким образом оказываем бесплатную юридическую помощь. Любой вопрос можно задать и получить. Да, ближайшее мероприятие будет до 28 июня. Все хорошо. А вот как правильно выбрать профессионального юриста для консультации и не попасться на уловки мошенников? Сейчас мошенников очень много, да. Ты вот так позвонишь, вроде вот, пожалуйста, а там... И мошенники, и лица, которые злоупотребляют, это, скажем, своим правом, берут за консультацию там 50, 100, 150 тысяч рублей. Буквально недавно обсуждали с коллегами. То есть, да, действительно, они осуществляют консультацию, но дальше вопрос не решается. И такие граждане, к сожалению, нам тоже обращаются регулярно, как найти все-таки правильного юриста хорошего. Но все-таки здесь есть интернет в помощь. Нужно просмотреть о человеке, который вам желает оказать юридическую помощь, его биографию, где-то он, может быть, участвовал в мероприятиях по правовому просвещению, то есть есть ли он вообще в публичном пространстве. Если же нет этого человека в публичном пространстве, стоит задуматься. Да. Встречаются случаи, когда открываются юридические фирмы или просто консультация, действует полгода-год, и потом сворачиваются и меняют свою локацию, и уже на другом месте осуществляют такие консультации. То есть здесь вот явно идет такое злоупотребление, да, но с другой стороны есть свобода договора. То есть здесь вот баланс нужно соблюсти. Поэтому стоит обратить внимание, в том числе и в Татарстанское отделение Ассоциации юристов обращается за консультацией. И вот мы стараемся также советовать наших специалистов, порядочных, ответственных, которые... Ну, вот насколько мы знаем, что Татарстанское региональное отделение Ассоциации юристов России презентовало свой чат-бот в социальной сети Telegram в конце мая в Иркутске, да, в рамках Вы там были, Тимур? Да, вот расскажите что это за чат-бот, что он помогает? В рамках форума сообщества мы открыли общественную приемную и запустили Telegram-чат-бот «Юрсервис» называется. То есть каждый житель может обратиться, найти себе юриста и получить консультацию. Пока мы пригласили 10 членов Ассоциации юристов России, которые на регулярной основе принимают участие в наших мероприятиях. Плюс данного чат-бота, то, что там есть алгоритм действия, некий чек-лист по спорным вопросам. Например, как узаконить перепланировку. Давайте попробуем. Давай вот расскажите, как найти этот чат-бот. Заходим на чат-бот. Так, Юрсервис называется, да? Юрсервисы. Да. Заходите в меню. Нашел? Сейчас, я со своим То есть вот любой пользователь социальных сетей может и там в виде алгоритмов есть ответы на... весы. Да, надо найти юриста. Да, можно найти юриста, можно получить консультацию. То есть практикующие юристы отвечают, да? на эти вопросы. Также в виде алгоритмов есть исчерпывающие перечень. Да, вот мы нажали «Найти юриста», здесь же сразу вышло предложение одного из юристов. У Тимура сразу тун-тун. По каким вопросам консультируют наши члены ассоциации. То есть здесь можно наглядно посмотреть, выбрать и обратиться даже к нескольким юристам по разным вопросам. И в том числе данную функцию чат-бот выполняет как элемент правового просвещения. Здесь граждане могут ознакомиться по интересующим их вопросам, получить ответы. Алгоритм, куда обратиться, что сделать, какие документы собрать. Вот еще вот такой вопрос, Тимур. А можно ли задать вопрос на татарском языке? Существует ли вот такая вот услуга? Ну, у нас регулярная практика, у нас есть передача «Хукукам Хаклык» на радио, где каждую неделю во вторник 17:15 осуществляем такие консультации. Выбираем тематический день, заранее анонсируем, кто из специалистов и членов Ассоциации юристов придет, определенный круг вопросов и получает граждане в режиме реального времени на свои ответы вопросы.
То есть, если, может быть, еще и в чате можно будет задать на татарском вопрос. Ну, я Вот думаю, всё что это, да. будем стараться идти, да, сейчас мы серию запустили в тестовом режиме, причем не случайно, ежедневно там, 2-3 запроса поступают в адрес регионального отделения с просьбой, подскажите, как найти юриста. Мы говорим, вот есть чат-бот, пробуйте. Ну да, там можно, вот тебе вышел юрист, Да. понравилось, можешь сразу написать. Можешь нажать «Далее», и там тебе несколько предложений еще Вот будет. Тимур уже тоже на татарском практически начал говорить, так что я думаю, что все Всё получится. возможно. Спасибо Дальше большое, больше. Тимур, что Спасибо пришли к нам, большое. рады были вас Благодарю. видеть. До новых встреч.